Сейчас искусственную шевелюру часто делают из синтетики, но выглядит она настолько натурально, что все с восхищением оборачиваются вслед. Чтобы изготовить парик на заказ, мастер тщательно измеряет голову клиента со всех углов. Ведь головы, как и их обладатели, очень друг от друга отличаются. Голову оборачивают целлофаном. На него приклеивают армированную ленту, которую выкладывают в 4 слоя. Затем форму из целлофана и ленты снимают с головы и надевают на болванку для париков, сделанную из ткани или дерева. С помощью воскового карандаша мастер проводит на болванке линии, повторяющие линии роста волос клиента. Потом к этим контурам прикалывают куски светочувствительной бумаги. Она защитит глаза мастера от отраженного света во время работы. Теперь на болванку помещают большой кусок полиэстерового волокна, обрезая его вдоль линий. Его прикалывают от лица к затылку, собирая в складки на изгибах. Теперь мастер открывает ящик с натуральными и искусственными волосами, разница между которыми почти незаметна. Он выбирает прядь синтетических волос под романтичным названием «венецианская блондинка». Для создания эффекта мелирования к венецианской блондинке добавляет розовые и оранжевые синтетические пряди. Это главный рабочий инструмент мастера – гигантский гребень с рядами из острых стальных зубчиков. Называется он чесалка. Пряди венецианской блондинки помещаются между зубчиками чесалки, а розовые и оранжевые локоны располагаются сверху. Теперь мастер несколько раз пропускает пряди через чесалку, прореживая волосы гребнем и удаляя самые слабые. Это называется прочесывание. Мастер крутит и переворачивает локоны, и с каждым разом его действие становится все быстрее. Это очень опасная работа. Одно неверное движение, и мастер может пораниться об острые зубчики чесалки. Когда волосы перемешаны, пучок разрезается надвое. Волосы насаживаются на металлические зубчики, воткнутые в кожаную пластинку. Зубчики на верхней пластинке соединяются с зубчиками на нижней. Теперь из каждой пластины мастер вынимает по несколько волосков и с помощью маленькой иглы, похожей на рыболовный крючок, закрепляет их в разных местах, начиная с шеи. Это называется вентилирование. Процесс напоминает плетение ковров. Может, именно поэтому искусственные локоны часто называют бахромой. Вентилирование – трудоемкая работа. Мастер проводит минимум 50 часов, вплетая пряди, из которых будет состоять парик. Периодически волосы расчесывают и встряхивают, чтобы убедиться, что движения локонов натуральны. Парики для кино и телевидения, как правило, делают вручную. Так они получаются более естественными, что просто необходимо при съемке крупных планов. Мастер вплетает в переднюю часть парика по одному волоску за раз, так как эти пряди всегда находятся на виду. Теперь время примерки. Волосы на парике необходимо уложить и подрезать кончики. Мастер отрезает лишнюю подкладку, и вуаля! Эта дама готова носить новые волосы и играть новые роли.